Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и наши новости спасения. С котятами ситуация продолжает оставаться отчаянной. Не можем найти ни дом, ни передержку. Никто не откликается. Кроме 4 котят есть еще и кошка с котенком. Тоже из Якутска и тоже сиротки. И также никто на них не откликнулся. Друзья, ну почему? Почему я остаюсь в одиночестве с этими проблемами? Никто не хочет взять на себя ответственность хотя бы за одного котенка. Почему так? А впереди осень, зима, и там будет так много таких бедолаг. Друзья, ну помогите, пожалуйста, разберите хоть по одному. Москва, откликнитесь. Демочка в клинике и, наверное, не меньше недели еще будет проходить лечение. Помните, как жестоко он был избит? Нужен покой и нужно время восстановиться после сложных операций, чтобы зарубцевались все швы после операций. Но, по крайней мере, он в безопасности и под наблюдением врачей. По состоянию Демы пока однозначно оставаться нам надо в клинике. При снятии швов 2 стежка немного порвались на коже, поэтому наблюдают, обрабатывают, надеюсь, затянется. Гистология тоже пришла, рекомендация онколога наблюдать лимфоузлы. Ну вот как-то так. Хорошо, что мы успели все сделать вовремя и не будет серьезных последствий. Каждый день в клинике стоит денег. И пребывание, и лечение. Пожалуйста, помните о Демушке и Дане. Они остаются пока еще в стационаре. Помогайте, пожалуйста, им. Дана тоже медленно, но идет на поправку. Рана на хвосте потихоньку затягивается, накладывают специальные заживляющие повязки. В общем, новости из клиники дают надежду, что скоро мы увидим наших спасенышей здоровыми. Глядя на видео с кадрами обработки ран, думаешь одно –
До чего же умны якутские собачули, до чего же они терпеливы, стойко переносят боль во время обработки ран, понимают, что здесь им хотят помочь. Нам надо не только оплатить их лечение, но и найти им самые лучшие семьи с любовью и хорошим уходом. Забрали мы, друзья, несколько собак из ППЖ. Сегодня расскажем об одной из них – Наюме. Она уникальная собака. Она покоряет всех людей с первой минуты. Давно я не видела таких собачуль, тем более среди хасок. Кажется, что Наюме готова обнять и расцеловать весь мир. И это порода хаски, которые не отличаются любвеобильностью к человеку. Обычно хаски имеют сдержанный характер, а здесь все наоборот. С приездом! Эй, полкан! Вот так, молодец, собака Ларка. Гулять скорей. Божечки. Ты такая аккуратная Хорошенькая, да? собачка, да? Миниатюрная. Так, а что у нас с ухом? Где ухо? Вон ухо. Что у нас с А ухом? там, наверное, Была бирка. бирка, да. Бирка Ну была. ничего, по-моему, почистим. Так, смотрим. Смотрим. Давай. Есть. Классная собачка. Хорошенькая, да? Какая собака красивая, добрая. Ой, Красивая, да. красивая. Иди сюда, моя собака. Я ревную уже. Я тебя привел, а ты к Андрею, да? Вот так. Моя собака. Ой, ну все, не поделитесь. Самая красивая собака. Удивительная собака, полный восторг. И это такие собаки сидят в ППЖ на цепи. Это ужасно. Это ужасно, в голове не укладывается. Ведь она была, наверное, когда-то домашняя, хозяйская собака. Возможно, со своей любовью она была непригодна для охоты, скорее всего. Поэтому, возможно, ее сдали в ППЖ. Но посмотрите на нее. Это же чудо. Наша Наюми, так назвали ее в будущей семье, любит всех людей сразу и безоговорочно. Ну. Страшно было, да? Страшно. Ну, сейчас мы тебя повытираем. Здесь милота. Вот милота. Кому-то очень повезет.
А мы последовательно, как обычно, от ролика к ролику будем показывать, кому посчастливилось быть вытащенным с ППЖ, кого мы успели спасти и кто готовится на вылет. Продолжение о наших спасенышах смотрите в следующих роликах. Друзья, мы забрали из ППЖ несколько собачуль. Передержки и процедуры стоят денег. Пожалуйста, помогайте. Вы знаете, как сложно стало вывозить. Но если еще будут и финансовые проблемы, тогда спасение якутят встанет однозначно. Я прошу вашей помощи. Пожалуйста, помогайте.